очередь было нарушено в 1934 году, когда без учета национальных интересов ингушского народа, без учета его мнений, была упразднена Ингушская автономная область. В настоящее время мнение ингушского народа о необходимости ликвидации последствий сталинского бережского произвола выражено в октябрьском 1987 году и в апрельском 1989 году. В обращениях подписано 60 тысяч человек, абсолютное большинство взрослого населения. Эти обращения сданы в ЦК КПСС и Верховный Совет и Совет министров СССР. В связи с этим прошу рассмотреть вопрос о создании ингушской автономии Советской Социалистической Республики в составе РСФСР, объединив исторически сложившуюся территорию Ингушетии, какой она была до упразднения ингушской автономии в 1934 году. 9-10 сентября 1989 года в Грозном проходит исторический второй съезд ингушского народа. Главное в резолюции съезда – добиваться решения ингушского вопроса конституционным путем. Вскоре, в начале октября, несмотря на всевозможные препятствия, Мусе Дарсикову удается добиться личной встречи с Горбачевым, в ходе которой депутат убеждает главу страны о необходимости незамедлительного принятия решения по восстановлению прав репрессированных народов. 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР при активном участии Андрея Сахарова, академика Лихачева, поэта Давида Кугультинова и многих других культурных и общественных деятелей страны принимает жизненно необходимый документ для правового государства – Декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению и обеспечению их прав. Первое и самое главное – это обеспечить право на беспрепятственное возвращение народов, восстановление тех государственных форм, которые были у этих народов. Этот акт, где мы не можем думать ни о чем, кроме восстановления справедливости. Никакие прагматические соображения нас тут не могут останавливать. И я уверен, что те, кто живет сейчас на этой территории, будут жить с переселенными народами в мире. Они найдут возможность потесниться, если в этом будет необходимость. Или же другие решения проблемы могут быть найдены, но не выполнить этого долга справедливости мы не имеем права. И только 26 марта 1990 года, уже после объявления бессрочным 100-тысячного митинга в Назрани, Верховный Совет СССР принимает решение о создании комиссии по рассмотрению обращений ингушского населения. Создаваемая комиссия исключительно спокойно, объективно должна изучить проблемы и с учетом интересов ингушского населения, чеченского населения и североосетинского населения. Мы много раз выезжали на место, встречались и с одной стороной, с другой стороной. Были очень многочисленные такие митинги. Мы начинали работу, допустим, в 10 утра, а иногда заканчивались последние митинги уже за полночь. Вот так все организовывалось, значит, так люди переживали, хотели довести до представителей, значит, так вот, депутатского корпуса Советского Союза свои мнения. Выводы комиссии однозначны. Ингушскую проблему необходимо решить для оздоровления всего советского общества. Группа депутатов во главе с Галазовым, председателем Верховного Совета Северной Осетии, пытается бойкотировать принятие положительного решения по выводам комиссии. Я бы сюда не вышел бы в трибуну, но вы понимаете, суть дела. Вчера было обращение отдано к народным депутатам, уважаемые северо-осетинские депутаты. Они подписали тут все, что ингушский народ, хоть когда вернулся с 50-м, что им все отдали, что ингуши там не жили. Если ингушский вопрос решится, значит, что-то там получится, Карабах. Ни одного, понимаете, наш памятник не оставили. Они все разрушили с лица земли. Я не хочу обвинять осетинский народ. Я буду обвинять руководителей
Разве можно так подавать? Не голосуйте. Ведь комиссия работала по ингушскому вопросу, дала заключение. Ни у меня не спрашивают, и у вас не будут спрашивать. Я прошу вас, народные депутаты, поддержать не том, что мою проблему, месхетинскую, немецкую. Да и в этом зале ни одного человека нет, чтобы не пострадал, чтобы репрессий не было. Прошу вас, поддержите репрессии народа, поддержите, чтобы этот вопрос решился. Раз навсегда надо покончить с этим вот так. Ингушские лидеры встречаются с рядом самых ярких политических и общественных деятелей СССР, прося их о содействии в решении своего вопроса. Пришла мысль, а почему наши теологи, наши ученые алемы не могут встретиться с православным священником? Почему мы не можем довести до его преосвященства, значит, о тех проблемах, которые у нас есть? Почему он не может поговорить с президентом Ельциным и сказать ему, почему наш народ, это мусульмане, не мусульмане, это россияне, почему вот такое происходит? Вот такая мысль у меня родилась. Я говорю: Муса Юсупович, давай вот поговорим с ним, сделаем встречу с Алексием II. Очень тепло были приняты. Он внимательно все это выслушал и обещал довести, поговорить, и исполнил. Помнится еще случай Лихачев, академик Лихачев в Ленинграде, который жил, тоже написал письмо Ельцину, тоже очень теплое письмо, пониманием отнесся к нашей проблеме и тоже сыграло очень большую роль. Проходят месяцы. Демократические реформы обновления страны буксуют из-за ожесточенного сопротивления на местах и в центре. Особенно всесильно осетинское лобби, укрепившееся на всех уровнях власти страны еще с 30-х годов при Сталине. Горбачев советует Дарсигову с ингушской проблемой теперь обратиться в Верховный Совет РСФСР. После неимоверных усилий Дарсигова и его соратников, наконец, 26 апреля 1991 года закон о реабилитации репрессированных народов принят Верховным Советом Российской Федерации. Через 2 дня председатель Верховного Совета Ельцин выступает в Назрани в преддверии своего избрания президентом России. Ингушский народ своей историей доказал, что он не агрессивен, что он добр, что он трудолюбив, что он не завоеватель. Нет, он требует справедливости. И как вы решите, или Ингушская автономная область, или Ингушская автономная республика, как вы решите, и как вы обратитесь к Верховному Совету России, так мы и решим. Закон о реабилитации прежде всего предполагает территориальную реабилитацию. Но еще 19 апреля 1991 года Верховный Совет Северной Осетии принял противозаконное решение ввести чрезвычайное положение на территории пригородного района и города Орджоникидзе, что абсолютно противоречило Конституции России. Ельцин же закрывает на это глаза. Таким образом, и так бесправное положение ингушей становится совсем невыносимым. Я на своей машине ехал по Орджоникидзе, меня останавливают ополченцы, обыскивают все, что у меня там в сумке есть, вот так вот выбрасывают, с автоматами, с дулами поставленными, 10 человек, когда против 2, значит, ничего не сделаешь. Но пришлось глотнуть как бы всю эту боль и уехать. Вот. И делали все, чтобы мы туда не показывались, не приезжали, не проезжали через свои земли. Допустим, в Жайрах ехать надо обязательно через Владикавказ. И вот такие вещи устраивались. 12 июня 1991 года Ельцин уже президент России. 19 августа путч в Москве. 6 сентября в Грозном вооруженным путем низложен Верховный Совет Чечено-Ингушетии. К власти приходят дудаевцы. Следом самопровозглашенный суверенитет Чечни децентрализует и всю административно-хозяйственную деятельность в Ингушетии. Люди лишены всякой стабильности. Ингушские лидеры кричат об этом на всю страну. Цель поставлена такова,
чтобы раз навсегда лишить ингушей автономию, раз навсегда захватить эту территорию и аннексировать ее. Все держится пока на самосознании народа. 30 ноября, проведя референдум, ингуши однозначно заявляют о своем желании остаться в составе России. Поклон вам и благодарность от всех россиян за то, что вы в черные дни августа решительно и мужественно поддержали нашу свободу и нашу демократию. Это осень 1991 года. Назрань. Выступает госсекретарь России Геннадий Бурбулис. Не сомневайтесь, этот закон будет исполнен до каждой буквы. Вот такие заверения звучали в Ингушетии. А по обе ее стороны, на западе и востоке, с благословения и с помощью Москвы, вовсю милитаризуется Чечня и Осетия. Так где правда? Почему сегодня я должен кланяться, ходить к руководителям, отдай мою землю? Почему это так творится? Что стоит указ создать? Да и завтра. Нас же выселяли за 2 часа. За 2 часа выселили. Почему указ не создать? Борьба за власть в стране заканчивается развалом Советского Союза. Следом происходит распуск депутатов СССР. В течение следующих месяцев в пригородном районе одно за другим совершаются десятки жесточайших убийств жителей ингушской национальности, в том числе и детей. Ни одно из этих преступлений не расследуется. Что происходило? В поселке Корца убили девочку. Задавили девочку. В другом селении убили другого парня. Создавались инциденты, чтобы стравить народ, чтобы народ всполохнул. 4 июня 1992 года принят закон об образовании Ингушской республики, но без определения границ этой республики. Назначенный на начало ноября съезд народных депутатов России должен был ратифицировать закон, но военная машина была уже запущена. Ельцин избрал самый простой способ удержать власть. Ингушам была уготована роль первой жертвы Молоху. В конце октября 1992 года пригородный район заполыхал. Дальше началось что-то безумное. Начался массированный обстрел всех населенных пунктов компактного проживания ингушей из всех видов оружия. Сносилось все, что попадалось на пути. На мои бесконечные, постоянные телефонные требования, что происходит, это что делается, ответ был один. Мы такими данными не располагаем. Та же площадь, на которой Ельцин и его посланцы клятвенно заверяли народ, что закон будет исполнен, теперь будет утопать в телах зверски замученных безвинных людей, сожженных заживо, умерщвленных под пытками, раздавленных танками, подорванных снарядами. На моих глазах убивали людей, снайперы, мы не знали, откуда стреляют. У нас не было ни оружия, ничего не было. Мы только бежали, знали, что там мои братья, сестры, дядя, родственники живут. И узнать, что там с ними происходит, мы бежали туда, а нас убивали. Генерал Аушев, прибывший в Назрань 1 ноября в частном порядке, назначен комендантом Ингушетии. Одного из наших парней ранило, мы его взяли на руки и выходили всю ночь. И когда мы приехали, мы зашли в администрацию к Руслану Аушеву, он говорит: Ахмед, что там происходит? Мне, говорит, докладывают, что там воюют. Я говорю: Руслан Султанович, все, что вам докладывают, это неправда. Нас, я говорю, убивают, нас, я говорю, грабят, нас, я говорю, наших женщин, братьев, сестер, матерей, дочерей насилуют, я говорю. Что там происходит?
Руслан Султанович взял трубку, позвонил Рудскому, и он ему говорит: ваши войска, говорит, убивают мирное население, говорит, воюют, говорит, против мирного населения, говорит. Это геноцид, говорит. Остановите немедленно, говорит, войска. И он начал уже на мате, на перемате разговаривать с ним. Говорит, я, говорит, так и так, говорит, я сейчас, говорит, пойду, говорит, со своим народом в горы, я вам Афганистан забудете, говорит. Мало вам покажется Афганистан, говорит. Доложите президенту, говорит, доложите, говорит, кому надо, говорит, остановите этот беспредел. Командиры российских частей, особенно танковых и других, они если видели, что какое-нибудь место сопротивляется, если там какие-то ингуши, не дай бог, там гранатомет или что-то заимели и могут удержать этих осетин северных, особенно южные батальоны, с юга пришли, которые не должны были участвовать в этой войне. Они зарубежные войска, они не имели права там быть. Они пришли. Они что делали? Идут впереди танки, сметают вот эти жалкие заграждения ингушей, которые не готовы были к войне, сметают. А за ними идут осетины и добивают раненых или оставшихся. А когда видит, что его снимает кинокамера, он оборачивается и прислоняется к броне, как ужасны эти ингуши, и как ему плохо от этого. А он идет и сзади добивает. Это был спектакль. Политическое решение о том, что будет сделано и кто в результате за это будет официально объявлен виновным, было принято до того, как это все произошло. И это было, видимо, основано на серьезной ксенофобии, которая, как и была, так продолжает оставаться в отношении ряда кавказских народов. А именно в отношении ряда народов, просто потому что есть такая, мне кажется, психологическая закономерность, что часто люди боятся или ненавидят как раз тех, в отношении кого они совершили наихудшие деяния. Они боятся как раз собственных жертв. У нас существует только один приказ. Это указ президента Российской Федерации о выполнении режима чрезвычайного положения. Фактически Ингушетия была обречена. Не только потому, что Осетия хотела ее уничтожить. Хотела, и у нее большое влияние было. Она была обречена еще и потому, что хотели Чечню уничтожить, эти самые военные силы. Но им нужен был предлог. Каждый свой план разрабатывал на Ингушетии. Самое печальное, что не все из ингушских лидеров это понимали. Политическая задача у нас называлась по-разному, потом в Чечне, как известно, но тем не менее мирное население, в основном мирное, пострадало в самой высокой степени. То есть, оказывается, можно совершать насильственные действия по отношению к мирному населению, и никто никакой ответственности за это не понесет. Это месседж, который был тогда уже понятен. Не имея своего телевидения и радио, в Ингушетии люди не понимали, что происходит. Только с выходом первых беженцев стал проясняться масштаб трагедии. Нет сил уже больше смотреть на страдания людей. Это же, я не знаю, то, что делается в отношении нашего народа, это самый настоящий геноцид. Сколько можно? Когда мне было совсем мало лет, я была выслана вместе со своими родителями в Казахстан. Перенесли мы эту высылку. Теперь после всего вот такое издевательство над людьми. Да сколько же можно, в конце концов? Все, что делается в отношении ингушей, это на совести России. На дороге мертвые лежат, еле-еле добираются, женщины, дети. Вот такое положение. И Осетия, и Россия вместе организованно убивают, просто истребляют народ. Первое ощущение, которое я помню по себе и по многим своим близким, это ощущение растерянности. Люди были настолько растеряны, настолько удивлены, во-первых, внезапностью того, что произошло, и страшной жестокостью, с которой
обошлись осетины с ингушами. Никогда кавказский мужчина по нашим кавказским законам не может делать то, что делали женщинами эти нелюди. Такое ощущение, как будто они не жили в нашем кавказском контексте, как будто бы они не из нашего мира. Насиловать женщин, девочек, вырезать органы, совершать немыслимые жестокости и пытки. Зачем? Здравый человеческий разум это не может понять. И каждый задавал себе вопрос, как, зачем, откуда такая жестокость? И люди ли они вообще, те, кто это творил? Замуж я вышла за ингуша, это мое личное дело. Я за это и не каюсь. Никогда не думал, зачем я это сделала. У нас не было, и у него не было, что я ингуш, а Стенька, он ингуш. Мы пожили 13 лет, остались дети, через 27 год его нет. Я воспиталась из 4 лет одна. Это детям никто не внушал. Кто-то ингуш, а кто-то спин. Есть народ, есть земля, есть жизнь. Вот вся была моя воспитание. Вот то, что я сегодня нашла среди стен. Лучше бы я правую руку отдала бы, но это не видел бы со стороны Северной Свиты. То, что натворили с народом. Среди стенов у меня места больше нет. Они убили моего самого основного. Моего сына убили. Ни за что. Война войной, но издеваться, вот так оскорблять нас, это никому не дано. Мне за них очень стыдно. Что они со мной? Моя Осетия, что со мной сделали? Пусть это никакому врагу никогда не будет. Никогда никому пусть такой доли. Никому я такое не желаю. Неизвестной оставалась судьба 1000 заложников. Среди них были роженицы с роддомов. Мой муж сейчас заложник, а уже с четверга я не знаю, где он. С роддомов женщин, которые рожали, роженицы, их забирали уже. Куда забирали? В заложницы забрали. С маленькими детьми. С грудными детьми, маленькими. В халатах, в халатах. То, что совершил Хижа, то, что совершил Савик и другие военачальники, это тягчайшие уголовные преступления. И если у нас понятие неотвратимость наказания за совершенное преступление существует, эти люди должны понести наказание. Артиллерия применяла, значит, снаряды, которые запрещены конвенцией, они как называется, ну как вот американцев было применено в Вьетнаме, в шариковой бомбе. Только они называются 3Ш1, против артиллеристов, с убойными элементами, иголки по 7,5 тысяч в каждом снаряде. И кто, говорит, мы сами, говорит, удивились, что дали команду дать залп с 3Ш1. В моих глазах один взрослый как убил это 3-летнего пацана, расстрелял. 3 годика. Вот, говорит, это ингуш, это и всех их надо убивать, там, уничтожать и все остальное. Приехал сюда Гайдар. Он был в это время в правительстве кем-то. Его прислали разбираться. И ему эти трупы предъявили. Показали, в том числе и детские. И что было с Гайдаром? Он стал возмущаться, он, значит, стал орать, он впал в истерику и стал орать ингушским женщинам: прекратите истерику. Он человек, он либерал, он демократ, он все понимал, он все это видел. Его мозг отказывался воспринимать эту чудовищную, нечеловеческую жестокость. Но в то же время его послали из правительства Ельцина, чтобы он, значит, занял определенную позицию. Наверное, сначала с людьми поговорить. Егор Тимурович, да. Вот я русская. Я здесь оказалась совсем недавно. Как можно было сюда
ввести эти войска? Вы там о чем думаете, интересно знать? Вы нас кем здесь поставили? Мы кем здесь оказались? Мы же заложники здесь. А кем наши дети? Как они люди в глаза смотрят? Я учительница. Что я должна этим детям в глаза смотреть? Что я им должна говорить? Если вы хотели ввести войска, почему вы их не ввели сразу, параллельно? А получилось так, что осетины стоят сзади русских солдат и стреляют. Убивают, ведь они сделали бойню, вы поймите это. Это же бойня. Ну вы посмотрите, 10-12-летние девочки изнасилованы. А это называется ингуши-бандиты. А осетины верные сыны России. Как можно было так по центральному телевидению передать, а? Ведь получается, ведь вы поймите, что получилось сейчас. Ведь получилось, что вы, Россия, второй раз выселили ингушей. Когда правосудие ориентируется на политическую логику, а не на справедливость, это самое ужасное, что может произойти. Мне кажется, что ровно это произошло с конфликтом 1992 года. Я боюсь, что даже те, кого можно было причислить к либералам и демократам в начале, в 1992 году, посчитали, что любая огласка этих событий настолько сильно повредит президенту, что это может повлиять на политическое развитие страны. На площади, когда привозили трупы, вскрывали, привезли 2 трупа, выгрузили. Значит, одна из них была врач, детский врач, по-моему, Арчакова. Находилась на работе, к ней ворвались, ее изнасиловали окурками сигарет. Полностью ее грудь, все. Поиздевались над ней. И в этот момент без головы привезли вторую женщину. Когда начали раскрывать ее живот проволокой сшитый, и волосы женские, голову вытащили с ее живота, ее родной брат стоял. Узнал свою сестру, тот же разрыв сердца, умер. Нам пришлось это все видеть. Мы его похоронили, их похоронили. Но не было ни государственности, ничего не было. Была война, была разруха, было 70 тысяч беженцев, было слезы, горе, несчастье, не знали, что делать. Одни говорили, будем воевать, вторые говорили, нас Россия не любит, надо объединиться с чеченцами. Все это происходило под гробовое молчание российских СМИ. С этого момента в новейшей истории России начинается другой отчет. Только 23 ноября глубокой ночью на Первом канале Останкино будет показан фрагмент документального фильма «Воспоминания о законе» режиссера Василия Антипова о страшной правде событий в Пригородном, за что руководитель канала Егор Яковлев будет уволен. Галазов позаботится и об этом. У руководства Северной Осетии, уверенного в своей ненаказуемости за любые злодеяния, как всегда был полный карт-бланш. Несколько дней, ослепшие, оглохшие от горя, они не могут забрать останки своих близких. Военные не пускают их на место побоища. Осетинская сторона, заметая следы своих зверств, тянет время. Так будет длиться неделями, месяцами, годами. Генерал Аушев 10 ноября назначен главой Временной администрации на территории Ингушетии. Он, очевидно, бессилен
перед федеральным центром. Передайте мое заявление, что я осуждаю и протестую против такого решения. Те требования, которые Руслан Султанович выдвинул власти по правам, значит, беженцев, по территориям, значит, по решению ингушского вопроса, по принятию закона о репрессированных народах, по образованию государственности, они были отвергнуты все. Вот. Они были все отвергнуты, его никто не слышал. Аушев неожиданно дает отставку 19 декабря и уезжает в Москву. В каждом ингуше сидит месть, каждый ингуш не знает, где его родные, где его близкие, живы они, похоронены. Одни говорят, что они рабами в Южной Осетии работают. Группировки создаются, которые хотят поехать туда воевать, через Грузию, чтобы зайти воевать, забрать своих родственников. Очень много погибших было, очень много потерянных, чуть ли не 1000 потерянных, без вести пропавших. Конечно, у всех кипело, у всех это самое, все хотели отомстить, забрать, найти. И нужно было найти выходы из этой ситуации. Нужно было сохранить народ, отданный на заклание. Мы встретились с молодежью и начали обсуждать, что нам делать. «11 человек нас было. Мы, значит, решили, как мы будем поступать. Давайте собирать подписи. Народ был весь на площади, мы вышли, поставили столы, объяснили людям. Вот наша инициативная группа, значит, хочет провести выборы и пригласить Аушева Руслана к власти, избрать его президентом нашей республики. Мы собрали таким образом за несколько дней 100 000 подписей. Москва не желала Аушева в качестве президента Ингушетии. Там надеялись, что он, как действующий генерал, подчинится главнокомандующему и не станет баллотироваться. Перед Аушевым стоял непростой выбор. Потом появился один ингуш, у которого мать чеченка, Илез его звали, и он нам устроил встречу с Дудаевым. Он говорит, вас приглашает Дудаев. Это было в январе 93-го года. Мы поехали к Дудаеву. Дудаев начал настаивать, учить нас, направлять, говорить, что нам надо делать. Я говорю, Джахар, мы приехали к президенту государства Чечни, к соседнему государству. У нас горе, беда. Мы приехали посоветоваться, а не выслушивать упреки и нравоучения. У нас есть старейшины, у нас есть, значит, свои умные люди, которые нам подскажут, что нам делать. А сегодня мы приехали к вам, как к соседу, войнахскому роду, относящему народу, чтобы вы не влазили своими проблемами в ингушские проблемы. Ну, у вас своя политика, свое видение жизни. Вы делаете свое, а мы делаем свое дело. Съезд ингушского народа, состоявшийся 17 января 1993 года, делегирует Барахоева Ахмеда в Москву к Аушеву. После непростого разговора с ним он получает его согласие. Присутствующий на этой встрече Шахрай, теперь уже министр по делам национальности, приглашает Ахмеда на отдельный разговор. Меня уговаривали, это Руслан Султанович, чтобы другую кандидатуру туда поставить, что это нелегитимно, что это незаконно. Я сказал, вот 100 000 подписей я привез, эти 100 000 подписей мы вам передали. Это желание народа, не мое желание, это желание съезда, выработанное съездом. Ну вот документ, протокол. Состоявшиеся 28 февраля 1993 года выборы были безальтернативны. Руслан Аушев был избран первым президентом Возрожденной Республики Ингушетия.
Выбирая генерала, люди надеялись, что вместе с ним отстоят свои попранные права. Но этого не случилось. Самое страшное событие 1992 года состоит в том, что никто не был осужден, ни одно имя преступника не было названо. Справедливость вопиет. То, что происходит с того времени до сегодняшнего дня, невозможно выразить словами, ибо подорваны фундаментальные законы самого человеческого бытия. Вместо тернистого пути к справедливой жизни, вместо покаяния за свои преступления, вместо исполнения закона о репрессированных народах, вновь и вновь на крови и несчастьях людских выстраивается абсурдный и реальный мир мертворожденных идеологий, так называемой геополитики, не оставляя в душах живых людей ничего, кроме инстинкта смерти.